Система трехточных ремней безопасности, да, с помощью которой осуществляется перевозка детей в автобусе. То есть с помощью этих ремней безопасности пристегивается ребенок. Эти ремни – обязательный атрибут для перевозки детей в автобусах, а еще тахограф и система ГЛОНАСС, которая не только фиксирует все передвижения, но и позволяет в случае нештатной ситуации вызвать помощь. В экстренной ситуации водитель нажимает сигнал и поступает тревога в диспетчерский пункт. Допустим, нету телефонной связи какой-то, да, то есть информация поступает в диспетчерское предприятие, и уже диспетчер может передать эту информацию в экстренные службы. Еще организаторы перевозки детей должны учитывать, что автобус не выпустит в рейс без согласования с ГИБДД. Информация об организованной перевозке детей передается перевозчикам на основании договора фрахтования в ГИБДД города Сыктывкара с указанием маршрута движения автобуса, а также количество детей и сопровождающих, которые будут участвовать в перевозке детей. Уведомлять автоинспекторов нужно минимум за 2 дня, поэтому, как выяснилось в ходе проверки, этим летом многие перевозчики требования нарушали, обходили вниманием организаторы и личность водителей. В итоге за рулем оказывались неопытные граждане со стажем меньше года или злостные нарушители ПДД. Да и с охраной труда людей за баранкой тоже не все гладко. Охвачены были проверками все. На сегодняшний момент у нас за истекший период текущего года по сведениям органов государственной власти республики было осуществлено 2247 перевозок детей. Если в прошлый раз мы выявили более 400 нарушений, в рамках настоящей проверки могу сказать, что выявлено около 180 нарушений. Действительно, более ответственно люди стали подходить. А вот еще случай. Один из перевозчиков пожаловался, что его водителя в июле оштрафовали за отсутствие в автобусе детских автокресел и специальных удерживающих устройств. 12 июля сейчас произошли изменения, то есть касаемо перевозки детей до 11 лет включительно. Теперь то есть перевозка детей младше 7 лет, то также осталось, что перевозка в детских удерживающих устройствах, то есть сейчас только в креслах, то есть иные приспособления сейчас убрали к автобусам. Именно это пункт правил не распространяется, правила дорожного движения. То есть пристегивается обычными ремнями, который предусмотрен в автобусе. По оценке участников рейда, этим летом перевозчики все же стали ответственнее подходить к транспортировке подрастающего поколения. Оснащение и техническое состояние автобусов тоже улучшилось. Теперь в приоритетной очереди проверка готовности школьных автобусов к новому учебному году. Роман Истомин, Наталья Литкевич, Иван Богомолов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.